Церемония инаугурации. Махмуд Али Калиматов обещает жителям республики быть гарантом соблюдения прав и свобод, гарантированных Конституцией. Впереди пятилетка руководства республикой, из которых 3 уже пройдены. Какими они были и с какими проблемами столкнулись, глава Ингушетии обсудил в марте с Владимиром Путиным. Отсутствие нужного количества образовательных учреждений и дошкольных пока все-таки проблема полностью не решена, и школ. Все-таки еще очень много ребятишек занимается во вторую и третью смену. Владимир, абсолютно вы правы. И вот мы сдаем около 20 школ и 9 детских садов. И еще нам до 30-го года очень много нужно, потому что у нас рождаемость большая. Нам помогает Министерство просвещения, мы постоянно на контакте с Сергеем Сергеевичем и Сириусом, потому что нашли помещение, где одной школе там, чтобы мы могли развить вот эту ситуацию. Но на сегодняшний день там еще есть вопрос. Малоземелье, оно тоже играет роль. То есть приходится выносить их за пределы. Не приходится, а просто нет их куда ставить, понимаете? И там ситуация в чем возникает? То, что когда вы выносите их, они же удорожают. Там надо коммуникации проводить, инфраструктуру подтягивать, дорогу делать. Бюджет, он определяется по объекту. Предполагает, что рядом там закрутил, сюда подключил. Да, понимаете, и вот в этой части оно, конечно, сложности есть. Ну, нам идут навстречу, я и с Михаилом Владимировичем, и с Трутневым встречался, и с Новаком. Мы работаем, чтобы в этой части нам как-то помочь. Ну, надо иметь в виду специфику региона просто. Высокая безработица, острая нехватка социальных учреждений и перебои водоснабжения – проблемы региона давно известные каждому его жителю. Но даже они померкли в своих масштабах, когда мы столкнулись с пандемией. Тогда от оперативности предпринимаемых мер буквально зависели жизни людей, и они были приняты. Любая ситуация возникает, выходите на правительство, на меня лично, вы знаете, в любое время можно, чтобы мы не упустили тот момент, и потом бы догонять не пришлось. Вот, беречь каждого человека, это как бы вы знаете, что делать, как делать, а обеспечить вас мы будем обеспечивать полностью, чем вам нужно. Больше всего мы ощущаем вашу поддержку, честно говоря, это однозначно. Коронавирус остановил все процессы. Было неизвестно, это режим короткой паузы или долгосрочный стоп. При поддержке федерального центра все этапы выявления, транспортировка и лечения больных COVID-19 наладили. Столичные медики консультировали ингушских врачей. Из Москвы были доставлены лекарственные препараты. В результате пандемии ускорились цифровизация и инновации производственных процессов и поставок. И даже в тот сложный отрезок времени власти республики параллельно работали над инвестиционными проектами. Новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Формула экономического успеха, знаменателями которой стали реанимированы по поручению главы Махмуда Али Калиматова предприятия. Одно из них уже известное – обувная фабрика в Назране. Пустовавшая еще пару лет назад швейная фабрика сегодня успешное предприятие. Работает с крупными заказчиками. Есть контракты с большими сетевыми магазинами. Они же являются инвесторами, да? Надо посмотреть, какие программы, нормативные базы, можно ли какие-то льготы, можно ли что-то еще, я не знаю. Есть же такая ситуация. Вы прорабатываете и помогаете им. Они, понятно, будут там, они бизнесмены, но в любом случае государство помогает, понимаете? Они же берут там какие-то заказы, там, а для них производство. Они расширяться не будут, если у них не будет заказа. А заказы им нужны, люди нужны. Как результат, за последние 3 года общий объем долгов Ингушетии сокращен на 5,6 миллиарда рублей, с 11,8 миллиарда до 6,3 миллиарда. Государственные унитарные предприятия по поручению Махмуда Али Калиматова увеличили поголовье скота в хозяйствах. Работа проводится с целью обеспечения республики необходимым количеством мясной продукции. 1000 сколько? 1000? Да, без приплода. А? Без приплода. Приплод сколько примерно? 500.
Поддержку от главы получили не только ГУПы, но и жители, которые развивают собственные хозяйства. Надо проработать, помочь им, специалистов дать, разработать, вот, чтобы он не нанимал, там, помочь ему чем. Можно и не субсидиями, а просто специалистами. В каждом куску земли, где человек пользу приносит, выращивать что-то, вы должны работать на них. По инициативе Махмуда Али Калиматова в республике в 2021 году впервые прошел аграрный конкурс. Как и ожидалось, желающих участвовать было много. Нескольких конкурсантов глава посетил и увидел результаты их труда. Два вида морковки, лук. Это я для разведения, чернушку посажу. Лучшим признали хозяйство Рапиат Педиевой. Она получила сертификат от главы республики и 1 000 000 рублей. За второе место вручили 500 тысяч, за третье 300 тысяч рублей. А конкурс вновь стартовал в этом году. Совершенствование социальной среды – еще один приоритет прошедшей трехлетки. Качество строительных работ Махмуд Али Калиматов проверял лично. Газ яли, свет яли, хажил хундидис, годидис, молохчин, бол хабусагви, собственно, уснуха. Один из примеров этой работы – 4-я школа в Кантышево. Строительство ее было начато в 2015 году. После объект простаивал до вмешательства главы. 1,5 года стоит. И всем плевать. Ты найдешь, что тебе в проекте нет. Он говорит, у меня не было обязательств. Проект есть, деньги давайте, я сделаю. Слушайте, вы сами по себе нарушали, я о чем и говорю, юридические нормы. Вы сами рискуете как бизнесмен. Все, уже нет этого, вот это вот. Сопроекте, сдать. Юридически сейчас оформляются и будут делать. Запретил я эти вещи. После визита руководителя региона на строительную площадку проект возобновили, и школа наконец начала учебный процесс. Молодец. Давайте, не будем мешать вам. Аналогичная ситуация и с детским садом в Новом Редансе, который сменил несколько подрядчиков за 5 лет простоя. Детский сад в Магасе – еще один объект затянувшегося строительства. Но тут причина сдвига графика открытия была в отсутствии подводящих сетей. Сети электрические, газовые, воды. У вас возникают вопросы, то надо обращаться за помощью. Надо просто реально смотреть на вещи, чтобы люди и зарабатывали, но и объекты у нас были. После устранения всех недостатков строительства воспитанники солнечного города встречали главу на открытии. Так, ну что, идем? В целом, в период с 2019 по 2021 год в республике построены 6 новых школ на 3850 ученических мест. В 2022 году планируется завершение строительства 21 школы. За 3 года построены 18 дошкольных учреждений. Еще 8 будут завершены в 2022. А учиться будете на хорошо и отлично? Да! Вот это самое главное. Проблему долгостроев решили в Малгобеке. Жильцы аварийного дома обращались к главе в марте 2021 года. Более 5 лет они не могли получить новые квартиры из-за халатности подрядчика. Спустя несколько месяцев, 5 июля, Махмуд Али Калиматов приехал к новоселам и вручил им ключи от новых квартир. Просто делаем свою работу для людей, потому что людей обманули, солгали им. Кто обещал построить, не построил. Праздновать здесь нечего. Из всех возможных, невозможных финансовых возможностей с крупицами собирали, чтобы людям дать жилье. Вот что мы сделали сегодня. Поэтому пришлось изыскивать возможности, нелегкие возможности. Но люди же не виноваты.
Не иначе, как расцветом можно назвать преобразование, произошедшее в Вежери-Юрт. Махмуд Али Калиматов посещал населенный пункт в ходе своих первых инспекций по региону. Социальная среда сельчан его тогда не устроила. Здесь дети. Я там сам проходил ее в прошлый раз. Вот эта трещина прям пополам там она, понимаешь? Каркас, если снег, она что, а потом опоясывание сделали. Это же надо додуматься арматурой. Я не знаю, как их назвать, это варвары какие-то. Я хоть не строитель, я понимаю, это нельзя этого делать, я вам вот что говорю. Долго ждать исполнения своих просьб сельчанам не пришлось. В августе 2020-го в селе открыли подъездную дорогу. Тогда же торжественно двери распахнул и Дом культуры. За 3 года в селе построили фельдшерско-акушерский пункт. Первый детский сад принял воспитанников, а школу, построенную почти 40 лет назад, отремонтировали и соорудили рядом спортивную площадку. Изменения для отдаленного села, в котором проживает около 1000 человек, стратегические. Перемены были обещаны и произошли. Долго ждали и дождались решения бытовой проблемы жителей 18-этажек. Подрядчик при строительстве домов не предусмотрел отопительный блок. Жильцам глава приехал лично и поручил построить новую котельную, контролировал качество выполнения работ. За октябрь закончишь, все, до октября. Сыхмалила, качество хаила, чтобы это не страдали. До 15 сентября. До 1 октября. Мне там это, помнишь, это 1 мая, 7 ноября, а нам не надо это. Сделайте как положено. Зиму 2021 года жильцы домов впервые встретили в тепле, как и пациенты перинатального центра. В учреждении заменили 300 батарей и установили дополнительное оборудование для подачи тепла. Проблема отопления существовала с момента открытия этого объекта. Все работы провели на средства Национального фонда развития Ингушетии. Его также учредил Махмуд Али Калиматов. На внебюджетные средства фонда решали и другую, многолетнюю коммунальную проблему – перебои водоснабжения. Для полного ее решения нужно и время, и огромные финансовые вложения. Чтобы максимально облегчить ситуацию, было решено установить на водозаборах глубинные насосы. С фонда взяли деньги, да, и привезли вам двигатель, насос. Представляете, жизненная необходимость вода. А без воды не переживут, дети не переживут. Бахтынах не переживут. Да, уходишь ведрами, что ли, таскать? Сейчас надо объехать, все, посмотреть. Мы должны экономно все подойти. Дишер, ади дезбы. Ну, дадан хамди. Лородеш. Вот воровать сидите, прямо вам говорю. Вот просто делайте. Сейбол асхабиб бушо, шейбол хошхабой. Ему хамди просто дух охватывать до проблемы. Мы ее должны сообща решать. Перебои водоснабжения решают поэтапно. Более 400 миллионов рублей выделено на модернизацию Альтиевского водозабора. Работы сейчас в самом разгаре. В селении Троицкое пробурили новую скважину глубиной более 350 метров. В Аки-Юрте установили 2 резервуара мощностью 100 кубов. Построена и новая насосная станция. Работа идет на носочках. В Сунжинском районе реконструирована спортивно-тренировочная база «Мужичи». Сейчас здесь проходят сборы спортсменов в соответствии со всеми требованиями. В Сунже провели капитальный ремонт городского дома культуры. По идее Махмуда Али Калиматова, его преобразуют в культурно-выставочный комплекс. Значительные изменения произошли на стадионе имени Дьякова. Его полностью реконструировали в преддверии важной годовщины на внебюджетные средства. Тогда вот там должен знак быть ограниченной способности. И там, значит, должен многодетный бирыш хадякачи, вахсак хабечи, напахви. Именно здесь, в 2020 году, Ингушетия отметила 250-летие единения с Россией. В небе парили знаменитые стрижи. Со сцены звучали теплые слова в адрес ингушского народа от многочисленных гостей. 4 июня на этой площадке прошло не менее важное, грандиозное событие – празднование юбилея республики. К 30-й годовщине Ингушетии готовились долго, и ожидания удалось превзойти. Хочу пожелать и поздравить вас с 30-летием образования Республики Ингушетия, счастья, мира, благоденствия, новых побед и достижений нашему народу Ингушетии и всей многонациональной России.
Ингушетия перешагнула 30-летний рубеж в числе регионов с наибольшим прогрессом в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Это отметил президент России на Петербургском экономическом форуме. В Санкт-Петербурге по его итогам Махмуд Али Калиматов заключил договор о сотрудничестве с одним из самых успешных российских негосударственных образовательных центров «Синергия». Ведутся переговоры с потенциальным инвестором для реанимации комбината детского питания. В 2021 году ингушская делегация заключила 8 крупных соглашений, среди которых договоры о сотрудничестве со Сбербанком и сетью «Магнит», магазины которой открылись по всему региону. Радикальный апгрейд, новые предприятия, рабочие места, собственный продукт, инновации в образовании. Сегодня на все вызовы Ингушетия отвечает реальными делами и показателями. Впереди нас ожидает еще больше достижений. Идея национального развития, сохранение культурного, природного достояния – это то, что зависит от каждого из нас, кто болеет душой за свою республику. Хава Султыгова, Новости 24.